الله أكبر الله أكبر. Я познакомлю с некоторыми идеями из малоизвестной у нас книги выдающегося татарского религиозного мыслителя Мусаджируллаха Бигеева. Эта книга называется «Кур'ан Карим аят карималарының мағжиз ифадаларына кура яджуж», то есть яджуж в свете священных аятов драгоценного Корана. И она посвящена исследованию и раскрытию смысла коранического понятия яджуж-маджуж. Работа была опубликована в 1933 году в Берлине и относится к последнему этапу жизни ученого, периоду эмиграции, который начался с 1930 года. Будучи неординарным религиозным мыслителем, Бигеев поставил в центр внимания мусульман широкий спектр проблем, касающихся исламского поклонения и повседневного поведения. Например, проблемы поста и ночного намаза в высоких широтах, вопрос об аннулировании правовых аятов насх и замене их другими, нерешенные проблемы харама и халяля в пище, проблему опьяняющих напитков и многие-многие другие. На другом краю спектра рассмотренных Бигеевым проблем находятся, казалось бы, далекие от религиозной практики теологические вопросы, как, например, всеохватность Божьей милости, так называемый первородный грех и виновность в этом женщины, истинный смысл хадиса о сотворении женщины из ребра и так далее. Традиционное понимание этих и многих других вопросов веками формировало у мусульман искаженные мировоззренческие установки. Бигеева абсолютно не устраивали жалкие разъяснения и инфантильные комментарии богословов прошлого. Поэтому он исследовал их самостоятельно, переосмыслил и донес до общественности оставшиеся неизвестными смыслы и значения этих понятий и категорий. Книга «Яджудж», ее содержание, представляет собой пример упомянутого выше исследовательского настроя Бигеева. Он так и писал в ней, что главной целью написания и распространения этой книги является привлечение внимания мусульман к глубинным смыслам Корана и более активное привлечение изложенных в нем истин к формированию мировоззрения мусульман. Хотя тема книги и привязана к образам Яджуджа-Маджуджа, в ней Бигеев, тем не менее, затронул и другие важные проблемы, такие как авторская этика, методика религиозного познания, которая позволила ему по-иному взглянуть на давно известные вещи, религиозные книги семитов, их содержание и имеющиеся в них данные о понятии Гог-Магог. Я обращу внимание, что я применяю коранический Яджуж-Маджуж и ни разу не перевел его как Гог-Магог. Я объясню почему. Это так, потому что Бигеев не считал, что эти понятия идентичны. Понятие Яджуж в Коране он рассмотрел и исламской литературе вообще. И также в этой книге он привел критику утверждений тафсиров. Тафсиры – это комментарии Корана о Яджудже. Очень интересно рассуждение Бигеева о том, допустимо ли ставить знак равенства между понятием Яджудж с одной стороны и, с другой стороны, тюрками и славянами, как это обычно делалось в средневековых мусульманских трактатах. Также привлекает внимание его выводы об этимологии слова «Тора», «Таурат», если по-арабски, о чем будет сказано ниже. В целом Бигеев создал уникальный образец глубокой, новаторской, междисциплинарной, научно-религиозной работы, выполненной им на материале и критическом осмыслении источников трех мировых религий. Особенно привлекательный в этом смысле явно тюркофильский акцент этой работы, который вводит в мусульманскую интеллектуальную айкумену идею о тюрках как одних из родоначальников цивилизации. Говоря о причинах обращения к теме Яджуджа, Бигеев начинает с признания того, что поскольку существующие мусульманские представления об этом понятии целиком основаны на заимствованиях из доисламских источников, то он приводит много свидетельств того, что мусульманская трактовка понятия Яджудж-Маджуж, а также история о Зулькарнане и ряде других сюжетов Корана в трактовке ее толкователями Корана восходит так или иначе к содержанию Ветхого и Нового Завета, в частности, к видениям Юханны Лахути, который известен более как Иоанн Богослов, а также других иудейских, в том числе и христианских авторов.
Такие заимствования, считал Бегиев, являются результатом патологической склонности комментаторов Корана увлекаться переносом содержания доисламских религиозных источников в материал своих тафсиров и теологических трудов. В итоге Бегиев обоснованно клеймит подобную практику, называя ее невежеством, извращением Корана. Для этого он использует термин «тахриф», то есть очень жесткий термин, который обозначает искажение смысла Корана, и даже называет это преступлением. Особенно жестко Муса Бегиев критикует практику заимствования древними мусульманскими учеными данных из христианских географических карт, равно как и популяризацию ими подобных данных в мусульманской религиозной литературе. Бегиев подчеркивает, что на упомянутых картах земли, находящиеся к северу от Палестины и являющиеся отчизной тюрков, обозначены как земли Гога-Магога. Этот вымысел перекочевал на географические карты и в труды мусульманских ученых, которые, вторя своим иудейским и христианским предшественникам, писали, что Гог и Магог являются двумя тюркскими народами. Бегиев усматривал в этом пример того, как выдумки древних ставились мусульманскими учеными выше соответствующих аятов Корана. Это еще один пример того, что библейский Гог-Магог – это не является Яджудж-Маджудж, который описывается в Коране. Например, я цитирую Бегиева. Он пишет: «Я дистанцируюсь от проявления небрежности по отношению к великому тюркскому племени, вызванной только лишь унизительным подражанием могущественным иудейским чарам и невежеству христианского мира, от приписывания аятам драгоценного Корана того, чего в них нет, от баловства со словами драгоценного Корана». Сравнивая сообщения доисламских источников с тем, что изложено в Коране, Бегиев приходит к выводу, что данные Ветхого Завета и Корана о мифических существах, называемых, соответственно, Гог-Магог и Яджудж-Маджудж, подразумевают совершенно разные вещи, что соответствующие аяты Корана не имеют какой-либо связи с библейскими историями. Ученый подчеркивал, что история не ведает о существовании когда-либо в прошлом народа или государства, носящего название Гог-Магог, и что они существовали лишь в воображении и видениях древних иудейских писателей, писания которых потом стали в том числе и христианскими. Таковы некоторые из мотивов, побудивших Бегиева обратиться к подробному исследованию понятия Яджудж. Напомню, что рассматриваемая работа Мусы Бегиева является, возможно, единственным в своем роде мусульманским исследованием, в котором для решения определенной проблемы, являющейся составной частью исламского дискурса, автором были изучены и использованы священные писания предыдущих монотеистических религий, а именно Тора, Ветхий и Новый Завет, а также религиозная литература. Один только факт привлечения внимания читающей мусульманской общественности к материалу доисламских писаний являлся для того времени шагом экстраординарным, поскольку в отдельно взятой практике, например, татаро-мусульманской, а также османской учености и книжной традиции, не было принято обращаться к такого рода источникам. Да и, в принципе, в мусульманском мире вообще это была общепринятая практика. Для Бегиева подобных ментальных барьеров не существовало. Оно и понятно, ведь вопрос о природе и содержании понятий Гог-Магог и Яджудж-Маджудж носил очевидный межрелигиозный характер. Поэтому Муса Бегиев, взявшийся опровергнуть идентичность этих понятий в иудео-христианстве и исламе, априори оказывался пользователем понятийного поля всех трех религий. Привлечение Ветхого и Нового Заветов позволяет Бегиеву сделать интересное заключение об этимологии слов Гог и Магог. Он пришел к выводу, что эти слова могли бы означать название государства, название народа, населяющего какое-то государство, либо титул правителя такого государства. Бегиев также отмечает, что Гог может иметь тюркское происхождение, отразившееся даже в русском языке. Он пишет, цитирую: «В этом случае слово «гог» может быть тюркским словом. В его основе слово «кук», то есть «небо». Также и русское слово «государь» может происходить от сочетания «кук-сударь», то есть «правитель неба». Буквальная калька из тюркского «кук-тангре», то есть «небесный бог». А еще один момент, что Бегиев говорил о древнегреческой этимологии вот этих слов. Например, демагог он усматривал как возможный первоисточник слова «гог». Однако, когда речь заходит о происхождении слова «Тора», «Таурат»,
Бигеев не оставляет места для предположений, которые были выше. Проведя детальное сравнительное телологическое исследование, он заключает, что выкладки иудейских и мусульманских филологов слабы и безосновательны и строятся лишь на их горячем стремлении представить это слово как составную часть их родных языков, то есть иврита и арабского. В результате ученый написал, цитирую, «Отсутствует вероятность того, что слово «Тора» происходит от какой-либо другой основы, нежели тюркское слово «туре». Тюркское слово «туре» означает «господин», «хозяин», вот что-то в этом роде. Из мусульманских географических трактатов следует, что два народа, называемые Яджудж и Маджудж, невероятно многочисленны, что они живут за высокой стеной, имеют человеческий облик и хищную природу, не умеют хозяйствовать, не ведают о политике, занимаются охотой, разбоем, а также каннибализмом и поеданием падали, и что эти два народа – тюрки, и что Александр Великий оградил их от мира стеной. То есть вот такие, как сказать, фантазии, они распространялись в мусульманском мире, и они касались в том числе и тюрков, которые являются, ну, как сказать, неотъемлемой частью исламского мира, и более того, в историко-культурном, цивилизационном и во многих других планах развития исламской цивилизации тюрки, равно как и персы, внесли решающий вклад, который намного, может быть, даже превосходит арабский вклад в ислам. Далее Бигиев с горечью констатирует: только взгляните на эту высшую степень невежества научных книг. Ну, говоря научные, мы должны иметь в виду, что Бигиев говорит о религиозных книгах. Так вот, на эту высшую степень невежества научных книг относительно тюрков Туркестана, мусульман Булгара и русских славянах. То есть вот здесь Бигиев объединяет как один народ, населяющий просторы Евразии, тюрков и славян. Бигиев призывает задуматься о том, что даже если признать все сказанное в мусульманских книгах правдой о тюрках, то получается, или если говорить об эпохе таких великих тюркских полководцев, как Чингисхан или Тимур, то лидеры, Бигиев говорит, лидеры, которые могли привести свой народ к таким великим завоеваниям, никак не могут быть варварами, пугающие образы которых рождались в богатом воображении иудейских прорицателей и христианских монахов. Таким образом, Бигиев доказывает, что в отличие от картин, нарисованных фантазиями доисламских писателей, историческая реальность полностью реабилитирует тюрков, не оставляя повода для их идентификации в качестве мифических Гога и Магога. И это еще один камень в огород тех мусульманских авторов, которые писали всякие домыслы о тюрках, представляя их дикими варварами. Бигиев демонстрирует, что из выдумок средневековых мусульманских авторов, ожидающих прихода Яджуджа-Маджуджа, следует, что Яджудж-Маджудж – это тюрки. Он пишет, что в этом случае придется признать, что стена, выстроенная Зулькарнайном, уже не существует, снесенная напрочь могучей лавиной тюрков-гунов. Тюрки давно уже завоевали не только крошечную Палестину, но и залили кровью весь известный мир. Чингисхана завоевание он приводит. Завоевание Ближнего Востока ханом Хулагу, который до сих пор там очень хорошо помнит. Однако из такого хода рассуждений, говорит Бигиев, следует, что еще одно пришествие Яджуджа-Маджуджа оказывается уже невозможным. Тем более, что тот народ, который в глазах древних обитателей Ближнего Востока олицетворял собой Яджуджа-Маджуджа, уже давно принял ислам, и, следовательно, вопрос о грядущем нашествии Яджуджа-Маджуджа оказывается закрытым окончательно, полностью опровергая апокалиптические ожидания мусульманских авторов. Озвучив эти выводы, Бигиев заключает, что если при таких реалиях мусульмане все еще продолжат верить в древние россказни о тюрках, как ужасных варварах, яджуджах, маджуджах, которые однажды будут целиком и полностью уничтожены на холмах Палестины, как это пророчествуется, то это будет означать лишь одно – наличие у мусульманских авторов глубоких проблем с логическим мышлением. Идеи, изложенные Бигиевым в книге «Яджудж», не были голословной критикой существующих издавна представлений, но прежде всего были призваны помочь шакирдам избавиться от влияния интеллектуальных конструктов древних ученых, которые не гнушались приведением содержания Корана в соответствии с выдумками доисламских религиозных ученых. Таким образом, книга Бигиева «Яджудж» является своеобразным манифестом свободомыслия, призывом к избавлению от губительного блуждания в иллюзиях,
сковывающих творческий и интеллектуальный потенциал мусульман.